Привет, друзья! С вами одинокий Чечен. Перед вами прекрасный вид башенного комплекса Никарой Чеченской Республики. И после вот сидишь перед этим прекрасным взором, иногда размышляешь о великом, о большом. Но, к сожалению, так устроена наша жизнь, что нам не до праздности, не до мечты, которая могла бы осуществиться. Вот знаете, и можно что угодно говорить, но вот что может быть прекраснее гор? Только одни горы. И вот меня удивляет вот это, просто я хотел по-другому начать, но я начну с моей наболевшей темы, с этими соседями. И вот когда они что-то говорят, это зимой, это летом, там видно, что это зима, или, не знаю, вот. И вот, живя в Кавказе, там очень много красивых мест. Только одних этих башенных комплексов, вы вдумайтесь, 100 тысяч башенных комплексов на Кавказе. 100 тысяч. И вот каждый по-своему, каждый по-своему хорош. И вот сидеть тут и ждать, у нас только самые красивые горы, у нас только самые-самые башни, только горы это у нас, башни это наши. И вот утверждать вот это тоже, это не очень скромно. И да, в частной беседе ты можешь с друзьями сидеть возле забора, вечером вышел, немножко развеять стресс, ты говоришь всякие глупости. Я никогда, вот когда, я помню, у меня старшие братья, младшие были, вот они почему-то каждый вечер, просто как идут на эту работу, выходили, сидели в этих уголках, вот каждого вот в этот места были свои места, и вот тут они там все собираются и вот о чем-то говорят. Вот я этого не мог понять и никогда не выходил на такие беседки. Один раз как-то вышел я и присоединился к ним. Какое у них было, они удивились все и так обрадовались, что я присоединился к их беседам. Но это вот такая сложная вещь, когда ты говоришь, это у нас в Чечне это было, мы обсуждали темы войны, там, Грозного, героического подвига чеченцев, там, жертвы, вот это вот такое. Шли, когда я был молодым, шли эти войны. И вот только об этом было что рассказать, было что пересказывать. А вот когда сидят серьезные люди, еще с научными степенями, сидят там на этом интернете, и вот программу свою ведут, и хочет сказать, Ингушетия, это что? Это точно такой же, как 50 народов Северного Кавказа. Точно такой же народ. Там нет ничего особенного, там нет ничего такого прекрасного. Но они хотят любить утверждать, что Центральный Кавказ, это Танзила Чебиева в своих вот этих, как это сказать, не диссертации, это очень громко сказано, в своих вот этих лекциях утверждают, что Ингушетия это Центральный Кавказ. Вот как они любят присваивать чужое. Непонятно, где лежит Ингушетия, которая 50 квадратных километров в ширину, как это Чили, 180 километров в ширину и 4400, по-моему, километров в длину. А вот эта Ингушетия тоже такая же география, но у нее нет таких возможностей идти туда вглубь, нет 4-5 тысяч километров в длину, вот ширина, да. Вот как это 50 километров ширины, как уместить, утверждать, что мы это Центральный Кавказ. Вот Осетия, да. Осетия 3 раза вот по ширине больше, чем в Ингушетии. И они именно вот Центральном Кавказе, вот центр Кавказа. Но вы не были бы ингушами, если вы себе не присвоили чужое. Вот точно так же, это как это
Аланом. Осетины говорят, что мы Алан, никому это дело нет. Вот только для вас, ингуши. Хотя мы, чеченцы, тоже ходили в это Аланское царство. Говорят, эта столица даже находилась мало в Чечне. Даже мы это, вот это, вы сразу, потому что Осетия, сперва вы хотели присвоить осетинские земли, украв их. И да, вы совместное проживание, это, знаете, вы не путайте совместное проживание и собственность. Это две разные вещи. Вот вы тоже с нами жили, и вот этот результат был 92 год, когда вы вот дальше, это ваша земля, хотя вам никогда она не принадлежит, Сунжинский, Малгобекский. И вот это такое-то извращенное вот понятие, вот совместное проживание, и вот это то же самое, как вы делали в этом Сунжинском районе, заселяли все вот свою. И самое интересное, мирный Назран мимо проходите, и почему-то именно нужно ваши беженцы селятся в этих чеченских землях, в Сунском районе. Вот это тоже непонятно. Вы не идете Ужичи, не идете Джерах, вы даже Ачалуки. Вы просто хотите вот, проходить мимо, вот только там, в Сунском районе. Все ваши беженцы, сотни тысяч этих беженцев Грозного, этого Орджоникидзе, вот вы поселили там. Это, конечно, если вы ингуши там, это ваш, вот как, это совместное проживание. Точно так же вы совместно проживали, жили с этим осетином. А то, что вы в пригородном районе жили, это не значит, что это пригородный район был. У вас было совместное проживание. Благодаря Орджоникидзе, который вы в Жирахских горах прятали, когда от этого белогвардейцев, как сказать, ну, революционер, от Деникина вы прятали. И вот этот Киров тоже решил вам вот это немножко подсобить, и вот вам разрешили проживать там. И вот совместное проживание вы рассеиваете, это свою собственную, это наша исконная земля. Ваши исконные земли, я боюсь даже, да, это разные ингуши же 4 разных, туринцы, есть жирахцы, есть ангушты, есть вот раз, вот да, ангушты, да, действительно, исконно земли этих ангушт, который раньше был, вот там, может быть, да, вот это я поверю. Но теперь ингуши, которые живут в Республике Ингушетия, вы не можете утверждать, что вот это исконные наши земли. Это какого-то рода, какого-то типа, какого-то сообщества. У вас же 4 шахара, и вот это... Естественно, да, какой-то шахар. Вот Жерах, ты могут утверждать, что это Жерах, это исконно земля, это Жерахцев. И это вот так по географии. Это, не путайте совместное проживание и свои собственные вот эти участки. Вот Азранские, вот это как-то на пустом месте они вот крепость сделали русские. И вот там ни одного ингушского села не было. Но сейчас там есть. Вот можно утверждать, что Назрань исконная земля. Почему-то вы Назрань никогда я не слышу, чтобы ингуши говорили, что это исконная ингушская земля. Вот это мы молчим. А вот чужой, да, вот этот пригород район наш, вот это где-то вот там, этой стороны, с другой стороны. Бывает очень, арифметика цифры не сходится. Их можно хотеть все что угодно, знаете, а то, что хотелки, хотеть, как детский сад, несерьезные люди, пора повзрослеть. Вот они, сисюскость, вот они, вот эти, я не знаю, какие-то меркальтины, что-то скажешь, и сразу да, на тебя, о, зачем ты так говоришь, это неправда, мы такие, у нас все наши цели благородны, а вы вот это не говорите правду. Только ингуши, оказывается, Бог наделил ингушей вот это, только они могут утверждать, и только их слова это правда. И вот я пару раз посмотрел и этих осетинских блогеров. Да, чеченцы, вам тоже это не нравится, мне чеченцы тоже не нравятся.
ингушам это может быть даже некоторым осетинам, которые неровно дышат этим ингушам, они же тоже хитрые. Точно так же, как у нас в Чечне, вот есть поклонники этих ингушей, точно так же у них там их тоже есть. И вот когда ты что-то говоришь, и вот и мне это они нравится, мне тоже не нравится. Но вы-то не девушки, вы не благородные девицы, чтобы вами вот так восхищаться, вам вот эти комплименты. Вы мужики, я не знаю, там девушки, женщины и бабушки, дедушки. И знаете, правда, она всегда очень горькая, она не всегда удобная. И я удивляюсь очень многим вещам, как это может в нашем современном мире вот так отупеть, так вот это быть безразличен своей судьбе. И мало того, что вы представляете, а это пролитая кровь за эту свободу, за эту независимость, за эту Чечню, сколько наши отцы, братья, там прадеды пролили эту кровь, чтобы нам сохранить эти чеченские земли. А вот есть люди, которые вот просто так хотят разбрасываться и жалеют других. Своих не жалеет, почему-то жалеет других. Знаете, я бы на вашем месте немножко, если вы не видите дальше своего носа, нужно пойти доктору зрения проверить. И вот как это, вот то, что вы хотите видеть, вы видите. А то, что есть на самом деле реально, это вы не хотите. Конечно, мы все ищем легких путей. Некоторые, я их не ищу, но мне кажется, вот если вот так идти, вот все разрешать им, красный черт, они переходят каждый раз. И вот это, и сейчас мы остановимся на это, почему они так смелы, так оборзели, почему они так наглеют. Это не просто так. Это вы думаете, это смелые ингуши, которые при одном выстреле на Азране убегут, там некому будет потом защищать честь этих ингушских матерей и сестер. Это не геройство, это не подвиги, были подвиги их отцов. У них только дыры, у них на коленях дили поклон царю, поклон этим графам, этим местникам, да. Единственная вот эта картина выпрашиванием и вот это подлые игры, вот это махинации какие-то, вот у них очень просто. Каплю крови не пролили за свою вот эту свободу. И не прольют никогда, не прольют. Как они вошли в Чечен-Ингушетию, даже вот мы не хотели, хорошо, вы не хотели входить в Чечен-Ингушскую Осетию, почему ни одного ингуша там не вышло там вот этой площади Азрани плакат не подняли, да, мы не подняли в 1934 году. А потом в 1973 году посмелели. Вот когда в Чечне, да, мы подняли этот плакаты. Все время у вас. И вот есть люди, которые, вот я слышал какой-то вот это, и они обсуждают, почему у них все это сходит с рук, почему им они ничего, они запрещают, и почему вот даже вот книжку издали про сотрудничество осетин с гитлеровцем, хотя ни один осетин издал книгу про этих ингушей, которые сотрудничают с этими немцами. Ни один чеченец не создал фильм, как эти ингуши. Ратмир Ильянов, режиссер телерадио СССР, снял фильм про чеченцев, чеченских банд формирования в тылу Красной Армии. Только эти ингуши это могут печатать эти книжки, создавать эти фильмы про соседи. Вот ни осетины, ни чеченцы не создали ни этих книг, ни этих фильмов. И вот еще фильм был создан в 1985 году, когда только перестройки вообще не было.
как они могли воспользоваться архивом НКВД, это тоже очень спорный вопрос. Это только КГБ СССР могло им вручить это. И задание такое дать на всякий случай, чтобы... Потому что в 1985 году уже чеченцев было миллион. Это было очень... Боялись, там уже это огромная сила была. И вот они боялись, что что-то вот это. И поэтому на всякий случай сняли этот фильм. Это Ингуш сам, наверное, захотел. Ратмильяна. Потом он ходил в Совет старейшин Ингушетии. Там выступал этот режиссер. Я с этим Бембалатом Бакатиром встречах ходил, этот Ратмильяна. Мне в 75-м, по-моему, говорит. Мне 70, это 2012-10 года, 11 года. Вот да, выступал. Давай. Может, еще его или вот так это братство, вот бывает вот такой подлости. И что было и тогда, 100 лет тому назад, удар в спину, и что и сейчас. Братство, она не бывает односторонно, не бывает корыстно, не бывает злопамять, не бывает, не знаю, я мелочно. И на белое указывать черное, на черное указывать белое. И вот ничего им нету. Что хотят, то делают. Что хотят, говорят. И ничего не прилетает. И самое интересное, на вишенка на торте. Почему им это не прилетает? Я очень долго размышлял, думал, почему это так? Представляю, даже в России за какой-то пост школьник могут посадить. А тут известные люди сочиняют вот эти всякие басни, разжигают национальный гнев, создают массовые потоки этих фейков и оскорбляют чувства верующих даже. Все что угодно. Все они нарушают все эти правила. А вот это какой-то уголок в России, где полная демократия, ничего им за этого нет. Да, некоторые скажут, нет, ингуши тоже страдают, ФСБ задержит. Вот в этом мы сейчас остановимся. Почему ФСБ задержит некоторых ингушей? Не потому, что они написали что-то против чеченцев. Не потому, что вот фейки создают. Это только в одном случае. На территории Ингушетии могут задержать человека или посадить в тюрьму, если ты выступил против России. А то, что ты там осетина шлешь там днем и ночью, что чеченцам, им это не касается. Только угроза интересов России. Вот это. Это значит, кто руководитель, кто кукловод этих товарищей, это ФСБ России. Вот оно вот, религиозным, вот это именно связано с исламом, арестовывать, и этих исламистов, которые пытаются отторгнуть Ингушетию от России. Вот это только на территории Ингушетии преследуют только 2 преступления. Вот эти 2. А все остальное, пожалуйста. Знаете, это очень, это не просто преступления, это они такие преступления совершают, вот, и вот этот Фред из Осетии тоже сидит и размышляет, а почему им ничего, вот что бы они ни делали, ничего им не приходит. А знаешь, Фред, я тебе скажу, потому что они их не сотрудники, их не агентура, они на них работают. Почему 92-й год, вот ты, хотя и художник, но интеллигентный человек. Да, необычно, своеобразно. Но мы все люди разные, поэтому мы разные. Если бы мы все были бы под одну копирку, как роботы или как вот копирайтеры, мы просто разные люди. И вот ты в своей манере это объясняешь, я в своей манере, другой манере. И вот почему случился 92-й год? Потому что в 91 году, вот слушай внимательно, это тебе и другим и умникам я это рассказываю. Бембалат Бакатиров, вот он подружился с Ельциным, потому что они коньяк под столом, он сам расскажет, что под столом
коньяк, всегда носили с собой коньяк, чтобы его по ходе дела кавказским, вот это. И вот они, когда выпивали, Ельцин им обещал, что вот он восстановит Ингушетии, которые, что они хотят. Но, знаете, обещать обещание, когда ты пьяный, ты что-то обещаешь, и что реальность, совсем два другие вещи. Конечно, там без ФСБ не обошлось. И они, так как Джахар Дудаев объявил о своей независимости, но они хотели одним ударом 2 утки сразу повалить. И вот этот хитроумный план. Вот я слушаю, вы говорите, что эти мужчины напали. Я это могу поверить, потому что они напали. Да, многие мужчины этого не знают, многие чеченцы тоже знают. Но знаешь, люди знают, это не просто так, и 92-й год получился. Не просто так они полезли к вам. Не просто так они полезли к нам, чеченцам, захватывать наши территории. У них же вот это ФСБ, это их, вот это было. Они-то хотели по-другому, просто тут войти в Чечню и ну, там повод иметь. Там они, конечно, объявили рычание положение, и Осетии, и Ингушетии, и хотели войти в Чечню. И вот хотели руками ингуши вот это все сделать. Вот так они, вот когда вошли в Свердловск, регулярные воинские части вошли в Свердловск, чеченские села, Асинок, они же, местные жители окружили их, спрашивают, почему вы пришли? Они говорят, это ингуши, нам указали, что это ингушская территория, и мы вошли. И зря Бембалат Бакатирев банки на зрание 60 миллионов взял, а потом там купил, сколько было там, 900 гранатометов, там 2 БМП, там очень много он купил оружия. До сих пор его власти Ингушетии преследовали, правоохранительные органы, что он деньги украл на этом. И вот цифры не сходились. И вот это, и утверждение, что заранее была акция, вот это все ФСБ. Поэтому им ничего не прилетает. Только вот эти экстремисты или вот эти религиозные фанатки, их они прессуют, их они преследуют, а все, что остальное, вот своя агентура, и ингуши не были бы ингушами, вот, знаешь, пользуясь себе вот во благо, вот они готовы, честное слово, они, я не знаю, если бы были бы эти фашисты, я вот 100% ваших, вот если бы туда вот немцы пришли бы, вот они сотрудничали с ним, чтобы, вот знаете, вот это такие люди. И вот вы не удивляетесь, товарищи некоторые. Вот так это. Вот это столько вот крыша ФСБ может их так вот детей России, школьников сколько арестовало, посадили в тюрьму. А тут взрослые мужики на все случаи, эти книжки экстремистские издают, эти фейки создают, эти карты подделывают. И ничего с ФСБ не видит. Никто не видит, ни Министерство внутренних дел Ингушетии не пересекает, ни ФСБ Ингушетии, никто. Вот делает вид, что давно есть что-то против России, да, тогда их мы прессуем, и религиозных фанатиков только прессуем. А все остальное, пожалуйста, может. Вот так это тонкая, очень тонкая игра, их ведут не сегодня. Их не ведут, и не позавчера их вели. Это давно, это уже 1860-х годов. Вот они во время Кавказской войны, вот так это, они идут на их службы. И вот как можно, представляете, столицу Ингушетии сделать, хотя есть Азрань ингушский, вот делать во Владикавказе. Вот так это. Это своим вот впереди дорога. И ваше совместное проживание не делать это вашей территории. И молодцы, то есть, честно, молодцы. Потому что на все века, если они бы, как мы сисюскались бы, вот
вот этот Джухай, генерал Дудаев, Ичкеринцев, там, хочет Россия воевать. А не смог защитить 8 своих чеченских сел, городов, не мог защитить. Карабулак не смог защитить. Ничего не смог защитить. Как он собирался воевать против России? Нет, это провокация. Конечно, а что думает генерал Дудаев, что в Академии военном не учили, что бывают провокации, что бывает агрессии? Как будто бы Россия будет играть по вот этим бумажкам, по планам. И вот представляете, отвергнуть часть территории и не ожидать провокации, вот это страна. Это какая-то тонкая игра, мне кажется. Они знали, что Джихар не сделает это, просто потому что у них тоже агенты там вокруг этого Джихар Дудаев, скорее всего, больше. Они все, зная, вот так раскрутили, и во-первых, Ингушей на место поставили, и вот чеченцев и осетин. Сразу троих вот эту аферу провернули с руками ингушей. А эти трупы ингушские лежат, они же говорят, что осетины шли задом, а русские войска шли вперед. Это значит, русские войска их убивали. Там вот эти, они же вторглись, это Осетии. И получается, что эти русские войска пришли на Назрань, их трупы неопознанно еще лежат на площади Назрани, они пошли захватывать этими войсками чеченскими. Это как? Это как это? Значит, это совместное учение. Это совместные вот договоренности. И вот так. Не нужно задавать таких вопросов, которые нельзя. Это очень просто. Нам кажется, очень так хитро, вот все замаскировано. Это очень просто. Там ничего такого нет. Это просто предательство. Это просто подхалимство. Это просто готово на все. На все. Лишь бы своих целей добиться. Им кажется, да, они это ведут эту игру не 1 лет, не 10, не 20, не 100. Вот давно они ведут эту игру. Вот именно вот эту игру. Вот передает свои вот поколение, вот это все. И вот это сейчас, почему вот так оголтела античеченская истерия, почему не признают чеченца, не признают Чеченскую республику. И вот такие утверждения, что ингушская земля до Аргуна, Шатой ингушский, Тюмкали ингушский. Это для тех вот современных поколений, чтобы потом они тоже, как их отцы, подонки, негодяи, предатели, сексоты. Вот чтобы они вот выращивают вот этих негодяев. Это очень просто. Это вот я знаю, что это будет продолжаться. Но, конечно, когда пока Чечня в составе России, это будет продолжаться, потому что ФСБ, КГБ, НКВД их вело, и царская вот эта инквизиция вело их вот так. Они только они малая кучка, они никому не нужны, это кучка людей, и вот только как вот подчиняют вот этим службам, и вот готовы на все. Конечно, использовали ингушскую карту в Чеченской войне, и представляете, у них же был план в 1992 году начать эту войну, чтобы еще не окрепшаяся Чечня, там только 1 год свободы, только они могли, не знаю, что придумать. И вот хотели напасть, и ингуши перешли. Осетины раз сзади войск шли. Эти, когда обходили Чеченскую республику, Малгобекский, Сунжинский район, впереди. На этих танках сидели ингуши. Все это Бебулат Богатырев с Ельцином, с КГБ, ФСБ, все было вот замучено. И вот так это, очень просто. Там не надо ничего такого сверхъестественного, какие-то догадки. Даже это видно. Вот. Если одно сопоставить с другим, это все видно. Переходим на вторую тему. Вот некоторые предлагают, вот как можно твоя речь, вот это, ты часами говоришь, очень сложно слушать. А кто вас заставляет это слушать, тоже непонятно. Это я себя вот включаю камеру, я с собой разговариваю.
они собой просто. У меня есть люди, которые меня смотрят, и вам не угодить, товарищи. Вот вы молодежь, хорошо. Конечно, молодежь ТикТок, я же не тиктокер. Почему я должен снимать короткие ролики? Я что, на вашем зарплате? Вы что, мне платите за это? Вот это я не понимаю. Почему я должен создавать нейросеть? Это значит, для чего? Чтобы фальшивки и давать. Я своей речью, знаете, доволен. Она мне не мешает жить, не мешала. И я очень успешен. Почему вам вот все должно быть идеально, гладко, чтобы ложить, и только когда ты придумаешь сказки, вот все это расписываешь, вот да, это бывает очень гладко. А обычная реальная речь, это вот так. Бывает и не сможешь вспомнить слово. И бывает вот так, переходы резкие. Ну, даже бывает иногда, когда много говоришь, захватывает дыхание. Но это вот так. Это вот так. И я вам всегда заявляю, что я не блогер. Да, я могу стать блогером, но я и стал блогером, конечно, сейчас. Это просто я свое мнение вам рассказываю. Это мнение. Это мнение. И вот это, м, я вам говорю, я же не для того, что, знаете, и сенсационно это открывать сенсации. Вот это есть для этого люди. Тысячи людей, армоедов, которые получают зарплаты, сидят, даже не могут из трех-четырех этих провокаторов закрыть. Вот все остальное мы можем, только вот это, вот не можем вот их перекрыть. С ними нужно контрборьбу вести. Пользуются точно такие же методы, неважно. Там любой молодой парень чеченец взял, который техника разбирается, приятный голос, там, не знаю, внешность подходящая. Очень много совместных браков родились. У нашей семьи есть несколько русскоязычный, украинский, вот совместный брак. Это, значит, это дети очень красивый русский язык, такой приятный. И имеется в виду этисы, которые отец чеченец, мать русская или украинка. И вот даже чеченцы, которые в этом огромном городе Грозном, сотни тысяч чеченцев же, там тоже русские люди, у них язык подвешен. И вот какие претензии ко мне, я посторонний человек, просто свою обиду я вам рассказываю, я это считаю неправильно, вот эти подонки должны быть подонками, приличные люди должны быть приличными. И я хочу провести грань, вот никакого, вот это, какие аморальные существа эти товарищи, эти соседи наши, аморальные. Больше слов я могу эпитеты добавить. Вот аморальность их видно. Знают все, что они говорят, все, что они делают, это аморальные вещи. Знаете, что такое аморальность? Я сейчас начну вам рассказывать, тоже неприлично женщины смотрят, там старые пожилые мужчины. Как так? Вот это. Если мы не будем говорить, кто они такие, как потом наши, мы не должны эту проблему оставлять нашим потомкам. Почему мы, взрослые люди, сейчас в две Кавказской войны, чеченского и русско-чеченского войны пережили, все смогли. А почему не можем в мирное время, просто мирными средствами заткнуть этих тварей? А почему это нельзя сделать? Вот это я не понимаю. Почему не хотя бы 100, хотя бы 1000 чеченских парней? Вот как эти ингуши? Мы же 3 раза больше их, 4 раза даже больше их. И почему у нас этого нету, у них какая-то кучка управляет всей республикой, какие-то провокаторы, какие-то вот это, я не знаю, я не знаю. И как потом, знаешь, смотришь на эти победы, на эти строящие бульвары, на эти небоскребы, радости-то никакой. Ты не видишь радости, потому что в одном ты преуспеваешь, а в другом ты вообще не... И воз нынче там. И воз нынче там. И вот как нельзя, спорт вы подняли, небоскребы вы поднимаете. Вот это, национальную идею придумали. А почему нельзя, вот почему вы это, да, это культуру, это искусство тоже
Вот не можете даже сохранить эти чеченские песни. Вот как это? Я и Чеченская республика, с чеченцами это мое сейчас вот это пассаж, я к ним. Это нужно защищать свою культуру. Это не само... это, видите, даже это Вали Дагая будет петь, это он спел, они скажут, нет, это наш ингуш написал, это наша ингушская песня. Это вот так, это гибриды, это никчемные, это подлые люди, вот так они делают. У них нет никакого уважения ни к себе, ни другим. И вот аморальные личности вот так ведут себя аморально. И вот что вы можете сопредставить? Вот ваши вот эти рассказы, вот это... Нет, это не подходит. С ними нужно, с их методами. Их нужно всех раскрыть, их связи. С тем они как встречаются, в каких куянах кутятся. Каждая ложь, вот это снять, переснять. И если они 10 снимают, нам надо 40-50 снимать противовес. И вот так это, только так можно, пропаганду можно прикрыть, вот эту ложь их, правда, массу, нужно вот это, почему Вашко, сколько, в Чечне 500 поселков, у Ингушетии столько 46 поселков, 3 района там, по-моему, нет, Джерахский, Назрановский, 4 района, 2 чеченских, мы не считаем, 2 района у них, Сундинский, Магобельский, это чеченский район. А вот 2 района, вот 46 поселков, они так и плюс огромная Чечня. Они мало того, что соревнуются с Чечней, и еще, знаете, даже сверх наглости, сверх вот этого, я не знаю, я бы их порошок стер бы, если я был бы на месте Рамзана Кадырова, вот они вот так утверждают, вот эти пару вот этих негодяя. Просто у меня бы честь моя была. Хорошо, вы скажете, чеченцы-кочевники, вот получите. Я не знаю, что я сделал бы. Конечно, он больной, он свои проблемы, свои заботы. Но для чего тогда власть? Вот это, хоть один вот, министр, вот этот Ахмед Одаев, он же не премьер-министр, он не может все заменить, я не знаю. Вот нету вот этого, вот это хотения, вот раз и навсегда покончить этим злом. Это зло, ингуши это зло. Это их, вот это, они не сами, их направляют, их вот когда они консервная банка, их вот в нужный момент открывают и дают пас. И вот это, чеченцы, подумайте. Если вот так, как вы, мелкотелые, вот легкомысленные, были бы ваши отцы и прадеды, я не думаю, что ведь Чечня в таком формате остался. Вот они через кровь, через слезы, они отдали вам эту Чечню. А ваша сейчас задача сохранить ее и передать потомкам еще лучше. И в одном деле вы преуспеваете, а в другом вы, не знаете, падаете. Это тоже должен быть равновесие во всем. Да, хвалите, должно быть своя национальная политика, но не до такой степени, что есть человек, который должен это делать, он вот пару этих возгласов сделает, и все, а вся остальная работа кому? Я знаю, что вы строители, хорошо, что вы хотя бы созиданием заняты. Просто у нас нет времени, потому что мы потеряли 25 лет из-за этих 2 чеченских войн. И нам это нужно очень большими темпами. Как вы строите дома, как вы строите небоскребы, улицы, проспекты, бульвары, точно так же, такими же методами нужно защищать культуру, нужно защищать историю, нужно вот это 3-4 вот этих их поставить на место. Нельзя, чтобы люди оскорбляли. И нельзя, чтобы вот их оставляют, вот так сидят и вот это оскорбляют, вот этот, создают эти фейки, и вот ничего нет. Ну хорошо, ингушская молчит, у них такая вот это, но для чего тогда чеченская ФСБ? Для чего тогда Министерство внутренних дел Чеченской Республики? Чтобы вот эту провокацию, все это снять, все это напечатать. Вот это что? Это что? Все, человек прикроет свой рот.
как в ЧССР, то же самое. Этот провокатор Идрис Базоркин в Грозном кипиш устроил, убежал в Орджоникидзе, Северной Осетии. 100 километров от Грозного сидел, как будто бы он находится на краю земли в другом государстве. И никак КГБ ЧССР его не могла достать. Вот это вот ваше, вот это, потому что заняты другим. Заняты другим. Вот так это. Печально. История просто, знаете, для наивных. Это блог, чтобы вы... Это не все вот так, не все вот просто так. Это на зарплатах, на это. Мы же это проходили, жили в этом государстве. И вот бывшие агенты, вот это, по-моему, все ингуши их бывшие. Потому что вот это же не просто так. Человек не может вот так врать, вот так вот изворачиваться, зная, что будет наказание. А вот наказания нет, и вот некоторые осетинские блогеры задаются этим вопросом, почему ингушей никто не наказывает, почему они все вот что хотят, то делают, а все остальные должны очень там вот это, вот так это, потому что агентура, как обычно. Я не утверждаю, что всех... Я вот, знаете, нет желания искать хороших ингушей. Где-то они находятся, где-то они живут. Да, я знаю, что простые люди, они далеко до политики. Но эти люди отдали свою власть этим проходимцам, этим негодяям. Имеется в виду, а не власть ингушей это официально, а вот этим интеллигенцией, как бы в кавычках. И вот от имени ингушского народа, от имени Республики Ингушетия они выступают, и я воспринимаю их как ингуши. Если они были бы французами, я говорил бы, это француз, вот как, нехорошие французы хотят нас вот это ущемлять. И вот это, зная наши обычаи, зная наши традиции, зная вот это у нас тейпы, вот это, какое-то что-то прекрасное слово сказать против чеченцев, красивое слово, или защитить чеченцев, сразу совет ТЭПа собирается, вот это разборки устраивает. А когда эти непонятно кто, это политические проститутки сидят там и на чеченцев говорят, а ТЭПы этого не видят, это их не ТЭП, вот это интересно. Вот такое фиктивное государство, это создано для того, чтобы красть чужой. Вот прикарманить осетинское, что нехорошо лежит, что нехорошо лежит чеченское, вот все прикарманить. Вот именно для этого, чтобы узаконить свое воровство, товарищи, что вам нужна была эта республика Ингушетия. Если вам нужна была бы эта республика Ингушетия, как, чтобы для защиты своего достоинства, для защиты своего вот этой национальной идеи, вы бы двигались бы совсем по-другому. Совсем по-другому строили бы отношения с своими соседями. Да, всегда бывает, даже в своей Ингушетии у вас проблемы с соседями. Иногда вы ссоритесь, иногда вы миритесь. Но вот не бывает вот такой ненависти. Вот бывает постоянно ненависть эти осетина, ненависть эти чеченца. К чему это приведет? Вы никто, и звать вас никак. Вы самый малочисленный народ не только на Северном Кавказе. Это вы 100 тысяч чеченцев себе прибавили, чтобы стать хотя бы одной из 10 народов Северного Кавказа. Но это самый малочисленный народ, самая малочисленная республика. Я не знаю, при таких козырях, Трамп же вам сказал, у вас нет козырей, товарищи мужчины. Козырей нет, как у чеченцев, как у осетин, у вас нет этих козырей. Так что, товарищи, льите, если это вам ваша ложь нравится, пожалуйста, это ваша проблема. Но когда вы постоянно лжете, вам же кажется, это правда, это проблема, конечно. Когда человек... Вы кто-нибудь видел психически больных людей? Вот это. Вот он внешне нормальный человек, но он такой, короче, что уши, волосы дыбом становятся. Вот такая история.
которые, вот истории Ингушетии, которые не было. И я очень много видео снял по этому поводу. И вот некоторым товарищам вот не указывать мне, что мне делать. Без ваших советов обойдусь. Я вот вы бы попросили всех их заблокировать, я заблокирую. Вот вы результат видите, да, последнее видео, очень мало просмотров, потому что до этого тысячные просмотры, вот ваши хотелки, вы знаете, потом я думаю, зачем? Это же для чего я? Хорошо, я обижается, что кто-то вам что-то написал. Ой, я не знаю. А мне пофиг, что вы пишете, что вы не пишете этим негодяям, вот этим жрецам. Но мне интересно, конечно, когда человек что-то пишет, он же думает, что и мы не можем сообразить, додуматься, вот когда вот они сами себя, вот мне нравится, когда они сами себя раскрывают, поэтому я это ввел этот блог, чтобы понять. Я уже все понимаю. Вот я уже все знаю, и надеюсь, вы тоже понемножку, я не знаю, или додумаете, или докопаете до этой правды. Она очень важна в наше время, потому что сейчас это еще не началось, потом через 5-10 лет вот фейки, все будут фейки, все будет фейки, и тогда очень сложно будет доказывать. Вы знаете, почему я говорю, давайте, потому что сейчас еще есть время, потому что этот искусственный интеллект каждым годом она вот и все, вот даже мои все репортажи, которые я веду, переводят на английский язык. Вот я на английском слышу, может и на другие языки перевожу. Всем, что я говорю, переводят на английский язык. И вот я в Таиланде слушал себя на английском языке. И вот так это. Потом очень сложно будет нам, знаете, искусственный интеллект, оно уже есть в моих, это YouTube уже YouTube вот больше часа, когда ты снимаешь вот эти ролики, все они подходят под это дубляж, дубляж у меня стоит, на разных языках можно слушать мои вот эти искусственные интеллекты. Я же не могу вот так, как вживую, мы только вживую. На такие дела. Ну, как вам кажется? Как вам кажется? Нужно так? Я не знаю, я не живу в Чечне, в Кавказе. Я бы, конечно, как-то по-другому строил бы свои вот эти блоги, вот это. Я бы не так резко говорил бы, наверное, не так некоторые слова. Я бы потом, я извиняюсь, я в прошлом видео сказал неприличное слово. Но вот что, как их, только так их можно, как их классифицировать этих подонков, этих негодяев, только так. Даже это слово тоже видео сказал, политически вот это. И некоторым это не нравится. И, конечно, почему должно нравиться, тоже непонятно. Почему должно нравиться. Мы давно уже перешли эту грань, где можно было по-мирному, по-хорошему разговаривать. Если на нас льют грязь, на нас указывают пальцем, и нас хотят уничтожить, почему мы должны вести эти мирные беседы? Вот это я не понимаю, товарищи. Может, я изощрен вот так в моей мысли, но это же так. Это же даже в нашей обычной жизни, если ты даешь подонкам волю, вот они тебя опускают, и опустят вот я не знаю до какой степени. И вот так это, вот так это. Даже в нашей жизни это не приветствуется. Почему мы должны быть толерантны этим негодяям, ингушкам? Это республика, которые, да, есть там люди, которые имеют свою цель. Но если они, вот, я не знаю, сами ингушская власть их боится, чеченские КГБ, ФСБ, МВД тоже боится, осетинская тоже боится, российская тоже их боится, а под их колпаком. Как тогда, если правоохранительные органы молчат? Вот это все, вот по каждому поводу, по каждому вот это должно было быть расследование.
Вот в Чечне ни один человек ничего не говорит, только контраргументы. Вот они, если они врут, они стараются доказать, что это не так. Но это понятно. Унгуши же, они же сочинители, они же сказочники все. Они же все негодяи-подонки почти. Потому что вот кажется, что вот их очень много, они такие громко голосастые. И вот гей порядочным людям, я не знаю, пора их заносить в Красную книгу, этих порядочных людей и мужчин, потому что их не видно, их не слышно, потому что я слышу только негодяев, только подонков, только лжецов, только лицемеров, их эгоистов, их видно, их слышно. Поэтому я не знаю, может, экспедицию туда сделать, искать этих порядочных ингушей. Я не знаю. Поэтому не обижайтесь. Вот это вы, это с вашим товарищи ингуши, хорошие, добрые, такие пушистые. Это ваше добровольного согласия все это творится. От вашего имени, от вашего народа это все делается. Поэтому это Совет Тепов, это чей? Это ваш ингушский. Все это Михаил, все вот все это Нича Ахриева, это университет, вот эти все институты, которые общественные, вот телевидение в вашем университете тоже в этом участвует, и неплохо, конечно. И какая-то, вот, я так думаю, что у вас ничего нет, поэтому у вас вот такие, вот вы вот лжете в наглую и присваиваете все чужое. Да, они следуют вам давать какие-то квалификации, но это неприлично. Это должно быть порицаться, и должны быть голоса мужчин, не только в Чечне или в Осетии, что это пора прекращать, заниматься своими делами. Вот фальсификациями нужно прекращать, конечно. Вот такие дела. Пока-пока. С вами был Одинокий Джейсон. Сегодня я просто решил вам немножко поговорить. Я, скорее всего, дальше нет желания говорить, потому что обижать вашим мужчин, не обижать, это ваше личное дело. И вы, когда вы говорите, мы ингуши, вот это то, я поэтому и говорю ингуши. Я не могу говорить, что есть хорошие мужи, их обозначивать, маркировать. Это не моя задача. Это ваша задача, это ваши мужчины. Если 10 подонков открыли рот, хотя бы там человек один должен быть прилично открыть, чтобы он открыл рот, сказал, что вот это не так. У вас этого нет. Вы все связаны, все взаимосвязаны. У вас одна путь, одна дорога, одни вот эти служение это великому проекту, и мужчина, который Дел Поцо вам создал, потом большевик Орджоникидзе подкрепил, потом Сталин тоже вас подкрепил. Вот Ельцином, вот это, вот так это. Вот такие дела. Что может быть красивее гор? Только горы. Не только они у вас, не только у вас эти крепости, не только у вас вот это. И вот утверждать это наше, нужны какие-то. Короче, позорные люди. Не мне вас учить, не мне вас мораль вам читать. У вас есть свои родители, есть у вас свои тейпы, родственники. Если им это нравится, пусть это так. Так что предстоят нам немало еще потрясений благодаря вот этим никчемным, завистным людям. Не ждите от них благородства, не ждите от них правды. Так что зря вы, чеченцы, так расслабились. Зря вы, я вам говорю, чеченцы. И осетинам говорю, зря вы тоже расслабились, потому что вам кажется, сейчас они отстали вас. Это они, как у нас это было ЧССР, они могут вести подпольные, вот это против, чтобы разрушить ЧССР, они вели подпольно. Это у них очень много вот этих
хорошая база, конечно, их отцы такими же были, деды были такими же, предателями, подонками, лжецами. Вот они продолжают великие дела своих отцов. Пока-пока, с вами был одинокий Джесси, мира и добра всем.